Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Важное послание высших сил. О чем хотят сказать вам высшие силы. Загадайте, пожалуйста, на себя, вернее, обратитесь к высшим силам и попросите важную информацию для себя, либо подсказку. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, пусть откроют то, что сейчас не скрыто, и то, о чем мы желаем услышать. Так, интересно. Мои хорошие, перво-наперво здесь показывают то, о чем вы думаете, либо то, что вы начали делать, даст очень классный, стойкий результат. Вам нельзя сдаваться, вам нельзя опускать руки, вам нужно продолжать, либо вам нужно этим заниматься. То, о чем вы много и долго думали, либо то, что вы вот буквально на днях начали, все даст очень классный результат. Вы должны постоянно поливать этот свой цветочек, и он у вас точно расцветет, и вырастет, и расцветет. То, что вы делаете, либо задумали, высшим силам угодно. Но опять же, высшие силы прогнозируют потрясающий успех, либо потрясающий результат. Опять же, все вы у меня разные. У каждого свои там планы, замыслы, идеи. Вам нельзя от этого отказываться. Вы должны это делать. И результат вас и удивит, и порадует, и наградит. Вот так мне идет. То, что вы начали, продолжайте, не останавливайтесь, никому не позволяйте себя остановить, не бросайте на полпути. Делайте, и цветочек распустится. Уже пророс, уже он у вас увеличился, а дальше будет больше. И еще показывают какого-то человека, который поступает как свинья. Такая маленькая противная свинка с правой стороны. Этот человек испытывает ваше терпение, либо этот человек какие-то неудобства вам причиняет. Но вам не нужно на этого человека реагировать, потому что этот человек очень говнистый, извините за слово, но вот именно так и идет. И этого человека, буквально там в ближайшие пару недель, либо пару месяцев высшая сила уведет из вашей жизни, просто выведет, да, он уйдет и вспоминать не будете, либо она уйдет. Но если этого человека тронуть, знаете эту историю, да, если какашку тронуть, то она начнет очень сильно вонять. Вот, берегите свои нервы, держитесь крепче, не трогайте эту свинку. Поверьте, недолго ей осталось тут резвиться. Высшая сила ее скоро выведет, навсегда выведет из вашей жизни. Вот. И, конечно же, будьте терпеливее к тем провокациям, с которыми сейчас повсеместно сталкиваетесь. Да, возможно, человек действительно провокатор. И, возможно, человек все это делает специально. А вы должны держаться. Вы не должны трогать. И всегда помните, что какашку трогать нельзя. Иначе потом можно в нее и выпачкаться, и вонять долго будет. В общем, со всеми неприятными вытекающими. Не трогайте. Все. Не трогайте, потерпите еще немножко, и этого человека навсегда выведут. Дальше показывают мне вашу тоску либо грусть о ком-то, кто не рядом с вами. Тут еще какие-то страхи есть. То ли вы переживаете, что человек не будет хранить вам верность, да, может быть, вы в разлуке. Либо вы переживаете, что у человека чувство переродилось, да, что раньше любил, сейчас уже разлюбил. Вы переживаете, что это как конец вашим отношениям. На самом деле вы с человеком в этой разлуке только крепче связываетесь. Смотрите, вот это одна связка, вот это вторая уже образовалась, и скоро будет третья. То есть эта разлука вам обоим пойдет на пользу. Вот поверьте, тут и вы меняетесь, более как-то терпимее становитесь, либо более сговорчивее.
И человек тоже меняется. Больше начинает, например, ценить любовь, больше начинает ценить нежность, семью, да, семейные узы. Разлука пойдет вам только лишь на пользу. Поэтому о дурном не думайте, думайте о хорошем. И не ставьте точку в этих отношениях. Здесь еще одна, да, связка появилась, и чуть позже еще одна появится. У вас будет 3 связки с этим человеком. Поэтому о какой разлуке вы можете думать? Наоборот, только укрепится связь между вами. И если вы задаетесь вопросом, что этот человек делает, чем занимается, работает, тоскует по вам, вспоминает все то хорошее прошлое, что было между вами. Ну и, конечно же, надеется на лучшее. И человек сейчас один. Нет у него желаний там развлекаться, нет желаний там посещать какие-то места, с друзьями встречаться. Нет, он только думает о вас, там работает, скорее всего, ждет, когда же будет встреча, либо когда же будет возможность вам быть опять вместе в таком ключе. Так, с правой стороны. Здесь показано, что вы себя неправильно ведете. Здесь показано, что вы как будто бы другим людям свое место уступаете. Либо вы там последнее отдаете. Вы как безотказный человек, вы человек, который не пройдет мимо. Вы не тем людям, что ли, помогаете, либо не тем людям место уступаете. Скромный человек никогда не попросит о помощи, а наглый человек, он как раз-таки будет требовать эту помощь. Не путайте праведное с грешным и повнимательнее присмотритесь к тем, кому вы сейчас помогаете. Среди этих людей явно затесались те, кому помощь на самом деле не нужна, кто паразитирует на вас. А вам из-за этого в жизни тяжело, а у вас из-за этого какая-то прям усиленная нагрузка идет. Вы помогаете не тем. И здесь не один человек, здесь как будто бы несколько людей, которые как пиявки к вам присосались. Тяжело, потому что есть паразиты. Тяжело, потому что не рассмотрели вы, да, до конца, кому помогаете. Дальше показывают, что вы куда-то торопитесь, спешите. Что-то вам нужно прямо сейчас и срочно. А так это не работает, да, либо в спешке ничего хорошего нет. В спешке только проблемы родятся. Говорят, что вам спешить нельзя, и нужно быть более сдержанным человеком. Может быть, вы в принципе такой, знаете, человек по жизни спешите. Может быть, вы постоянно опаздываете. Может быть, вы как-то неправильно планируете свой день. Спешка вам вредит, суета вам вредит. Но опять же, если вы какое-то дело пытаетесь подогнать, чтобы вот прям скорее все случилось, это тоже очень негативно может сказаться. Дело будет сырым и будет просто разваливаться на выходе. Нельзя подгонять, нужно набраться терпения. Смотрите, здесь вам про терпение говорили, да, не сдавайся, продолжай, делай. И здесь вам говорят про терпение. Это как ваша, как ахиллесова пята, можно так сказать. Вы нетерпеливы иногда бываете. Это вам по жизни мешает, и очень часто из-за этого вы попадаете в какие-то драматичные ситуации, да, когда прям драма в жизни. Прекратите спешить. Прекратите суетиться, прекратите подгонять, форсировать события. В этом ничего хорошего нет. Все должно быть своим чередом. Это не значит, что нужно опустить руки, да, все должно быть своим чередом. Всему свое время, так вам говорят. Прекратите спешить. Дальше. Вижу, что вы кого-то разыскиваете, а найти вам не удается. Как будто бы человек сквозь землю провалился. Да? Никто ничего не видел, не знает, не слышал. Есть мужчина, который знает правду. Этот мужчина молчит, скрывает эту правду. Этот мужчина еще будет молчать от 2 до 3 периодов времени. То есть 2-3 дня, 2-3 недели, 2-3 месяца. А потом он сам к вам придет и всю правду вам расскажет. Всю правду расскажет о том, кого вы ищете, либо о той, кого вы ищете. Вы этому мужчине задавали вопросы, может быть, даже несколько раз. И мужчина так отморозился, говорит, нет, ничего не знаю. А у самого прям совесть душит. Душит и шкребут кошки на сердце. Смотрите, 2-3 периода времени он сам к вам придет и все до подробностей вам расскажет. Это показано. Дальше. Здесь у вас не мой вопрос, а может быть и громкий вопрос. Почему вам
Почему у вас все плохо, а у ваших, например, там недоброжелателей, врагов, ну, таких плохих, лютых людей, у них все хорошо? Ответ, возможно, вас удивит, но постарайтесь понять. Высшие силы, они до последнего дают человеку шанс на то, чтобы раскаяться в содеянном. Ну, как бы это и есть принцип, который применяют высшие силы. У человека есть всегда шанс раскаяться, попросить прощения, выйти из греха. Вот, вашим недоброжелателям дают этот шанс, до последнего будут давать этот шанс. И если они этим шансом не пользуются, если они еще больше начинают грешить, вот тогда как бы расплата и придет, вот тогда с них крепко спросят. Вам, кстати, ждать уже недолго. Недолго, пока вашим врагам прилетит. Им точно прилетит. И здесь ни одного человека показывают. Здесь разных людей показывают. Даже показывают тех, кто с вами на очень отдаленном расстоянии находится. Прилетит так, что мало не покажется. Прилетит так, что люди вот прям лягут и встать уже не смогут. Понимаете? Вот так прилетит. А вы возрадуетесь, потому что вы не мстили, потому что вы внутри себя уже простили. У вас просто такой, знаете, как немой вопрос. Ну, почему так все несправедливо, да? Вы уже простили, вы уже отпустили ситуацию, но вы именно за справедливость спрашиваете. Вам отвечают, что всему свое время, даем шанс, может быть, раскаяться, может быть, как придут в себя, да, окстятся. Но, судя по этой отсыпке, скорее всего, нет. Кстати, еще такой момент может быть, да, людям дают возможность возвыситься, чтобы потом они больнее, скажем так, упали. Да, обычно кара небес приходит в самый неожиданный момент и в самый счастливый момент жизни человека. Когда человек вот прям расслабился, на лаврах почивает, думает, все, вот это я крутой, крутая, вот это я все удачненько тут поделала, провернула, типа все, вот добился. Вот тогда высшие силы крепко спрашивают, да, когда человеку есть что терять, да, в такой момент. Ну, я вижу, что ваши враги вот просто вот лежат и встать они уже не могут. И это будет. И этих событий нужно просто подождать. Справедливость никто не отменял. И в вашей жизни она точно будет. Дальше. С деньгами. Милостыни не будет. То есть нет такого, что кто-то вот прям подал вам, да. Здесь скорее вам дадут возможность заработать. Причем не только вам, но и тем, кто рядом с вами находится. Возможность заработать, возможность работать, возможность хорошо зарабатывать. Здесь не просто возможность, здесь прямой вариант, да, как вам заработать. И еще говорят, что какие-то люди вам навстречу пойдут. Ну, либо с вами будут солидарны, согласны, на какие-то, возможно, даже уступки люди пойдут. Вот, только вы должны об этом говорить. Вы не должны молча страдать, вы должны говорить о том, что вот сейчас у меня нет, либо я оказалась в кризисной ситуации. Вот, вас услышат, вас точно услышат. Но а зарабатывать вы будете, либо и вы, и те, кто с вами рядом, будут зарабатывать. Еще мне показаны деньги, которые вам не хотят давать по какой-то надуманной причине. Там большая сумма денег, и вам ее не дают. Там придумывают всякие отмазки, а вам не дают. Здесь нужно бороться за эти деньги. Здесь нужно кому-то куда-то обращаться. Там выше, я так понимаю, нужно обращаться. И деньги вы эти можете получить, либо вы эти деньги точно получите. Главное, не молчите. Не молчите, соберите все эти отказы, отписки и обращайтесь, может быть, в суд, может быть, там, к вышестоящим каким-то лицам, организациям. Но деньги вы получите, я это вижу, большую сумму получите. Так, что-то не исполняется. Что бы вы ни делали, мечта ваша не исполняется. Ну, показано, что эта мечта, она... То ли вы не готовы к этой мечте, то ли ваше время еще не пришло. Да? Не пришло время этой мечте исполниться. У высших свои взгляды, свои планы, свои намерения. Нам, простым смертным, это не понять, но говорят, что все возможно. Что все возможно и что праздник будет. То есть я так понимаю, что все-таки исполнится. Пусть не сейчас, пусть не в самом ближайшем обозримом будущем, но точно исполнится. Воздушный змей.
Если вы женщина, и вы с каким-то иностранцем общаетесь, мужчиной-иностранцем, то по этому воздушному змею он обязательно приедет, он обязательно, там, не знаю, прилетит к вам. И обязательно вам будет предлагать всего себя, руку, сердце, да, и жизнь в придачу. Но здесь и предупреждают, чтобы быть с этим человеком, вам от многого нужно будет отказаться, либо очень многое в своей жизни поменять. То есть за счастье нужно будет заплатить. Вот как-то так идет. Ну, понятно, поменять привычки, поменять окружение, поменять образ, манеру жизни. Да? Очень многое придется поменять. Вот вы должны быть к этому готовы. Вы не должны быть в розовых очках. Вы должны понимать, что у вас на кону. И трезво оценить, да, свои истинные чувства. То есть если вы его любите, ради него вы жизнь свою поменяете. Соответственно, он вам подарит новую жизнь. И если у вас просто интерес к этому человеку, ну, либо какое-то легкое увлечение, то здесь, конечно, лучше это уже как бы тогда прекращать, да? Потому что у человека очень серьезные намерения в вашу сторону. Дальше показываю женщину, которая вам, ну, можно так сказать, жить мешает. Я не могу сказать, в чем конкретно она мешает, но вот явно мешает. Явно ее присутствие все осложняет. Либо ее вмешательство очень деструктивно влияет на вас и, опять же, на всю вашу жизнь. Она как будто бы пристала к вам, да, вот как будто бы покоя вам не дает. Эта женщина, она болеет чем-то. У нее уже внутри что-то очень, ну, конкретно развивается, какая-то болячка, какая-то болезнь. И пока это как не вылезла на поверхность, она как бы сильна, она имеет возможность лезть к вам, приставать к вам, влиять на вас, опять же, засовывать свои грязные руки в вашу жизнь. Но эта болезнь, она уже проявляется. И когда у нее будет официальный диагноз, поверьте, этой женщине уже будет не до вас. Она с головой уйдет в спасение себя, в исцеление себя, и от вас она отстанет. Мало того, она очень испугается, что эта болезнь ей произошла из-за того, что она вас ненавидела, либо мешала вам нормально жить, разбивала вам жизнь. И эта женщина еще перед вами каяться будет, вот так показано. Но она уже чем-то больна. А эта болезнь, она развивается. Когда будет официальный диагноз, все, она от вас отстанет и, наоборот, будет у вас прощения просить. Так показали. Для вас это, конечно, будет очень неожиданно. И узнав, например, о ее там сложном диагнозе, возможно, вы ее простите даже, да, вам даже жалко ее станет, скажете, ну это ж ужасно, да, это ж такая тяжелая болезнь. Ну, в таком ключе показали. Это может быть там ревнивая родственница, это может быть соперница, это может быть просто женщина-враг. Но, тем не менее, уже она болеет. Видите, ее изнутри уже змея ест, уже что-то происходит. Может быть, еще нет симптомов, либо они есть, но она не понимает, что это. Болезнь же, она потихоньку развивается, медленно, да, но она уже больная. Дальше. Здесь показано, что какие-то новые люди в вашу жизнь придут. Новые люди, новое окружение, может быть, какой-то новый коллектив. Хорошие люди, неплохие. И люди, у которых вы очень многому сможете научиться. Здесь может быть и 2 человека, и 10 человек. А вы все разные. Но показано, что вы у этих людей должны учиться. Либо вы должны перенимать знания этих людей. Это очень важно. То есть научиться, обучиться, перенять. Хорошие люди, неплохие войдут. Они как учителя, либо как наставники ваши. Ну, в общем, учиться. Надо учиться, и нужно брать с хороших людей хороших пример. Так мне показали. Непростые эти люди, не просто так они войдут в вашу жизнь. Да, с целью вам дать знания, передать вам знания, чему-то вас научить. Но это больше похоже на какие-то определенные знания, либо какое-то мастерство. Ну, то есть учитесь. Вот, учитесь, лишним точно не будет. 2 очень ярких события обещаны вам свыше. Одно событие, оно все как будто бы как переламывает, да, это как какая-то перемена, может быть, перемена очень такого серьезного масштаба. А второе событие, оно как награда идет. То есть это ваше будет отношение, да. Первое событие — это как крутая перемена,
которое вы не готовились, не ждали, не гадали, и просто ворвалось в вашу жизнь. А второе событие — это как награда, награда за пережитое. Но эти два события, они вам по судьбе, и они идут одно за другим. Так что не бойтесь перемен и знайте, что вас ждет награда. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.